Пойдем. Колыбель для ребенка по-адыгски куше делают из толстых веток или ствола кустарника, который называется боярышник. В горных лесах Адыгеи много боярышника, и ягоды его очень вкусные и полезны. Древесина считается легкой и прочной. В такой колыбели ребенок вырастет здоровым и крепким, а значит счастливым. При рождении первого ребенка, если это мальчик, люльку и прочие принадлежности готовит бабушка по матери, а если родилась девочка, то все необходимое для обряда должна подготовить бабушка по отцу. Об этом говорится в адыгейской пословице. Тот, кто желает иметь одних внучек, пусть делает дочери девичью колыбель. А так как у моего сына родилась девочка, колыбельку приготовила я. Но для проведения обряда я пригласила более опытную бабушку с 7 внуков, мою подругу и соседку Нуриет. Скоро она должна прийти. Дети пока присаживайтесь. Невестка, принеси мне внучку. По обычаям адыгов, прежде чем уложить ребенка в колыбель, в нее клали кошку. Считается, что кошка оставляет в люльке свой сладкий сон, который впоследствии передается ребенку. Пусть спит, как кошка. А теперь Нурет положит в колыбель яйцо. Оно предвещает младенцу сытую, светлую, долгую, счастливую жизнь. Пусть доживет до тех дней, пока не побелеет ее голова, как это яйцо, пожелала Нурет. Эта белая ленточка завязывается на руке ребенка также для того, чтобы девочка прожила долгую жизнь, пока у нее не побелеют волосы, как эта ткань. Это кусочек прополиса. Прополис прикрепляют на волосы там, где у ребенка нежное место на темечке. Оно называется родничок. Это своеобразный сигнал «осторожно, опасное место», чтобы к нему никто не прикасался. Этот прополис может быть даже также полезным и лечебным для нашей девочки. Невестка, смотри внимательно. Теперь это твоя главная забота, чтобы наша доченька росла красивой, здоровой и счастливой. Чтобы молочным был сон у тебя, моя маленькая. Ножки надо хорошо выпрямить, завернуть в пеленку и завязать там, где находятся колени. А чтобы завязка не давила, положить под нее плоскую небольшую палочку. Руки надо выпрямить вдоль туловища, завернуть в пеленку, положить по обеим сторонам подушечки и завязать. Затем сверху накрыть одеяльцем. Нельзя, чтобы темечко мерзло, поэтому к голове ребенка приложим косыночку. Вот теперь все готово, и можно убаюкивать нашу Рузаночку.
настал, пусть счастливым станет он. Одеяло в люльке золотом расшито, на подушке золотой он будет спать. Ведь постель с такой любовью сшита, как приятно, сладко в ней лежать. Тихо нашу люльку мы качаем, помогаем малышу уснуть. Вместе с ним о будущем мечтаем, как здоровеньким, счастливым ему быть. Рано-рано утром на рассвете он услышит пение звонких птиц. Но милей, прекрасней всех на свете, мамин голос, взгляд из-под ресниц. Крепкого здоровья и долгой жизни пусть Аллах тебе даст, пожелала Нурет. В первые месяцы жизни дети особенно беспомощны. На них может повлиять негативная энергия, или, как раньше говорили, дурной глаз. Желая уберечь ребенка от дурного глаза, мы поставим чашку с водой и положим туда яйцо. Каждый человек, приходящий в дом, должен смочить этой водой руки и прикоснуться к лобику ребенка. Дорогие мои гости, подойдите, пожалуйста, и проведите обряд против сглаза. Фу, машаллах. Фу-фу-фу. Аеш, це не живе. Фу, аеш. А можно исполнить песню в честь наших посвященных мамам и бабушкам? Конечно, Салим, конечно. Но с удовольствием всегда послушаю. Thank you.
праздник у адыгов заканчивается песнями и танцами.